Все спрашивают о предназначении вот этого арт-объекта нашего, памятника. Это памятник нашим предкам. Мы поставили все деревни здесь у нас, Малого Сунчелеева. Нашим предкам получается древо деревни Малого Сунчелеева. У тебя дед, прадед, оба прадеда ушли на фронт в Великой Отечественной войне и не вернулись. Расскажи, пожалуйста, Свет, о них. Мой дедушка Романов Степан Николаевич, прадедушка мой, это отец моей бабушки Романовой Галины Степановны. Он ушел на фронт в 1941 году, в августе, если я не ошибаюсь. Как рассказывают все старые люди в деревне, всех 25 человек призвали, и в один день они все ушли на фронт, и никто из них не вернулся. И они все, и мой прадед со стороны бабушки, и прадед со стороны дедушки, они тоже вот в этой команде ушли и воевали, попали на разные фронты. Романов Степан Николаевич погиб 9 марта 1942 года. Он воевал на Волховском фронте, погиб под деревней Баково. Ну, как погиб? Мы знаем, что он пропал без вести. После этого от него никаких не было вестей. И со стороны дедушки, отец дедушки моего, Кудряшов Константин Евсеевич, он погиб, пережил его на полгода. Погиб 17 сентября, тоже в Ленинградской области, он прорывал блокаду Ленинграда. Погиб он в сентябре, но там под деревней Синявино. Эти места называются Синявинские высоты. Такая была точка важная для этих боев, потому что оттуда открывался нужный вид для фронта, и эти высоты много месяцев не поддавались тому, чтобы наши их завоевали. А когда завоевали эти небольшие там, пару сотен метров, они были стратегическими для нашего фронта. Еще рядом был пятачок, Невский пятачок называется, про него даже снимали фильм. И эти Синявинские высоты, как оказалось, мы с родителями недавно посетили, мы даже об этом не знали. Как-то мы ездили несколько лет назад, 3 года назад с родителями ездили в Карелию, путешествовали, объезжали Ладожское озеро кругом. И проезжали мы там рядом с этими Синявинскими высотами, мы там ночевали. И потом, когда мы нашли информацию, что он именно под этой деревней погиб, мы, конечно, со слезами в голосе с отцом об этом разговаривали. Если бы знали, мы бы, конечно, заехали, потому что там огромный памятник, огромное общее захоронение, общая могила, и там много табличек, где написаны имена погибших. И мы даже с отцом смотрели, какой-то добрый человек сфотографировал все таблички огромного количества людей, которые там погибли. И мы посмотрели вот эти все фотографии, и мы нашли его, да. Он действительно там похоронен, и папа сказал, очень попросил, пожалуйста, меня туда отвезите. И мы вот сейчас с братом строим план, как туда поехать. Да, милый, рассказываю про твою прапрадедушку, мой хороший. И вот, как оказалось, он вот охранял вот эти важные метры для того, чтобы Ленинградская блокада, люди, которые были внутри блокадного кольца, они получали еду, получали необходимое питание. А сама я потом в этом городе, в Ленинграде, какое-то время прожила, замуж вышла за санкт-петербуржца. Как оказалось, мы совсем друг от друга недалеко. Как это, оказывается, Жизнь, да, сама в себе ведет, да? Или сама жизнь ведет, или нас эти предки сами ведут. Да, ведут. Просто надо уметь прислушиваться. Голосу. Да. Есть такое, да. Да.